Честернак или честермак – демоническое существо фольклора Центральной Азии. Честернак, что переводится как «медный коготь» или «медный ноготь», чаще всего встречается в кыргызских и казахских сказках. В основном эти сказки очень похожи, но имеют отличия в описании внешнего облика чудовища. Здравствуйте, я сказочник, и сегодня я расскажу о чудище кыргызских и казахских сказок, аналог западного вампира и восточных оборотней. Чаще всего в сказках Честернак – это женский дух или чудовище. Она описывается как прекрасная женщина, богато украшена золотом и серебром. У нее длинная одежда, которая скрывает ее медные когти. Как бы тяжелая одежда ни выглядела, она не сковывает ее движение. Ее холодный взгляд завораживает своих жертв. Когти, что скрываются в длинных рукавах, имеют бритвенную остроту. Джентльменам ее ручки не целовать. Они охотятся только ночью. Выслеживают одиноких путников или охотников. Они часто гостят с путниками рядом с костром. В казахских сказках Честернак чаще описывается как вампир. Они убивают свою жертву и высасывают кровь. Иногда съедают печень или сердце. Но в отличие от западного аналога, она не боится серебра и солнца. Мужские особи в казахских сказках называются сарель. Они слишком отличаются от женских особей. В некоторых источниках его прозвали казахским лешим. Они больше людей, напоминают волосатый валун. Ноги у него похожи на козлиную, на руках длинные металлические когти. И самое забавное, в сареле он убивает свою жертву, щекоча медными когтями. Странная, конечно, забава у него. В кыргызских сказках Честернак – это оборотень, который съедает свою жертву почти полностью. Мужские особи в кыргызских сказках больше приближены к габаритам человека, но все еще они слишком отличаются. Высокий волосатый мужик с острыми когтями и зубами. Некоторые сказки говорят, что Честернак – это злой дух, который имеет безобразный облик, и для более удачной охоты они принимают облик разных зверей или облик привычный нам Честернак. Где-то упомянуто то, что Честернак можно убить только его же оружием. Чаще всего это топор, который можно найти в его доме. Почти во всех сказках о Честернак происходит одно и то же. Одинокий путник или же охотник ночью сидит у костра. На огонь приходит неизвестная персона, богато украшенная женщина или страшное волосатое чудище. Охотник угощает мясом. Угостившись, неизвестный гость уходит в тьму. В следующую ночь охотник накрывает своей одеждой бревно и прячется с оружием. Честернак нападает на бревно, и когти там застревают, и в этот момент охотник убивает чудище. Позже отрубает ее клыки и когти, забирает все драгоценности, что есть, и уходит. Обычно сказка так и заканчивается. Но иногда за головой охотника приходит семья мертвого Честернака. Отличительные черты этого чудовища: нечеловеческая сила, острые когти и зубы, огромная скорость, ужасающий крик и перевоплощение. Вот такой короткий обзор получился про одного из самых популярных монстров Центральной Азии. Это видео было создано для того, чтобы дать современным авторам достаточно информации для их будущих произведений, но и для простого образования и развлечений тоже. Художники, писатели, жду вашей работы по этому монстру. Если есть что сказать, прошу в комменты, буду читать каждую. Будьте добры подписаться и лайкнуть. До скорой встречи!